Масштабная реконструкция Дворца культуры Сунжи началась в июле 2020 года по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель региона поставил перед подрядной организацией четкую задачу – преобразить культурный объект до неузнаваемости. Здание ДК было построено еще в 1949 году. Все эти годы капитальный ремонт здесь проводили лишь один раз. Махмуд Али Калиматов контролировал темпы и качество проводимых работ лично. Все мелочи продумывают. У нас другого места нет, где гостей принять. Ежедневный контроль должен быть. Важно было сохранить архитектурный стиль здания. ДК в Сунже – это родной дом для сотен творческих людей. И здесь воспитывали не одно поколение. 2 года рабочие трудились на объекте. Задача была реставрировать стены и фасад здания, заменить перекрытие, кровлю, пожарно-охранную систему, электричество, произвести масштабный косметический и технический ремонт. Дом культуры в Сунже уже стал одним из самых уникальных в республике. Вот такая мраморная лестница, дубовые двери, хрустальные люстры. При реконструкции объекта приняли самые смелые дизайнерские решения, которые действительно впечатляют. В каждом уголке здания настоящая Венеция. Из элитного мрамора выполнены не только все лестницы дворца. Вместо прежнего паркета в холле мраморный пол. Архитектурные решения помогли преобразить потолки здания. Они выполнены в винтажном стиле и прекрасно дополняют композицию. Особенно впечатляет центральный холл Дома культуры. Он украшен портретами георгиевских кавалеров российской императорской армии. Это Тонт Укуров, Сасламбек Бекбузаров, Сафарбек Мальсагов, Банухо Базоркин и Эльберт Нальгиев. Также картина «Дикая дивизия». Все эти работы выполнил на масляной технике известный художник Геннадий Кравшура по заказу главы республики Махмуда Али Калиматова. Помимо прочего, здесь создали все условия для творчества. Здесь будет репетиционный зал «Хореография», потом детская музыкальная школа, детская художественная школа, и центр народного творчества. Там кружковые работы будут, вязание, там ковроплетение, вот все это вместе собранное. Будет концертный зал. Можно проводить спектакли, концерты, все что угодно тут. Особая гордость Дворца культуры – это актовый зал. Он также выполнен в историческом стиле. Зал украшают кованые люстры и шторы из бархата. После масштабной реконструкции здесь появилось больше посадочных мест. Полностью переделали сцену, обновили звуковую аппаратуру и освещение. Сегодня сцену чуть-чуть опустили, я так думаю, она выше была, более комфортнее стала, и зала там поднимать надо. Это порталы музыкальные пришли. Здесь у нас свет, новая одежда сцены полностью, все на электричестве, все закрывается, открывается. Дальше полное кондиционирование зала. Идет сцена, 2 кондиционера стоят, проектор мощнейший, это в случае можем кино тут показывать в любое время. Во дворце появились также музыкальные, хореографические кабинеты и конференц-зал. После масштабной реконструкции преобразилась столовая и кухня, где также установлено современное оборудование. Наружные работы по благоустройству также выполнены в дизайнерских решениях. Это мраморные лестницы, большие колонны, фонтан, парковая зона и не только. Территорию во дворце ДК также благоустроит администрация города по поручению главы республики. Проделана большая работа по возвращению земель в государственную собственность. В целях того, чтобы прилегающие к Дому культуры территории реализовать в качестве парка для города с населением около 70 тысяч населения, администрация города была проведена большая работа для того, чтобы эту территорию освободить. В том числе в судебном порядке земельные участки были возвращены в собственность муниципалитета, снесены частные здания, также в рамках судебных процедур. Ну и здание ФОКа, которое здесь было построено, оно тоже было снесено. Но здание ФОКа, оно и само по себе уже, сам срок эксплуатации уже был в связи с тем, что сама конструкция в виде ангара была построена в свое время. То есть это было в свое время, скажем так, более приспособлено, нежели там, качественно целевой отстроенный объект. Вот. ФОК планируется начало строительства вот в следующем году, вероятнее всего уже на территории города была отведена земля. В настоящее время спортсмены находятся у нас в территориях школ города, распределены по спортивным залам. По поручению Махмуда Али Калиматова на территории ДК идет строительство двухуровневого выставочного павильона. Галерея такого типа станет первой в Ингушетии. В этом году начато строительство за счет республиканского бюджета. В данном объекте планируется выставочная галерея, имеется в виду
картинная галерея. Все желающие и те музеи, которые к нам будут приезжать с выставками, планируем проводить выставки здесь. Помещение, как вы видите, огромное. Единственное, надо ее оборудовать. Оборудованием тоже мы уже занялись, как мы будем ее оснащать современной техникой. Здесь будут проводиться выставки художников Ингушетии, будут приезжать со своими выставками из других регионов. Это могут быть и музеи, это могут быть частные какие-то выставочные проекты. Вот. Будут проводиться мастер-классы. В планах возведение перегородок и так называемых простенок в форме буквы «Е». Так создают площадку для картин и других экспонатов. Здесь откроют залы боевой славы, современного искусства и не только. Того, как объединять эти столбы, мы планируем что? Чтобы у нас создалась вот такая вот экспозиционная площадь. Чтобы мы вот так вот развешивали картину, нам обязательно нужно будет, чтобы здесь было пространство для того, чтобы свет падал. И чем меньше естественного света, тем лучше, потому что он портит наши картины. Нам нужно свое специальное освещение. Вот мы планируем, чтобы вот что-то по типу того, чтобы у нас были вот такие вот стены, мы развешивали на них свои работы. На объекте уже завершены основные монтажные работы. Строители укладывают плитку и проводят облицовку стен. На объект у нас работает 10-12 сейчас работников, которые занимаются отделкой помещения. Вот все работы, вот плитка, все вот керамогранит самого лучшего качества мы производим, потому что это первый такой выставочный центр, который передается Министерству культуры. Поэтому вот все работы вот стараемся вот с их пожеланиями, и вот как возможно получилось, чтобы как красиво и хорошо у нас получилось. Каждый раз постоянно глава сам приезжает, инспектирует, вносит свои предложения, которые мы тоже учитываем. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре этого года. Рина Сычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.